Крым. Реалии. Еще раз здравствуйте, это программа «Крымский вечер», в эфире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на 105,9 FM на территории Северного Крыма, а также можете смотреть наши прямые трансляции на нашем канале в YouTube, на нашей странице в Фейсбуке. Мы работаем в прямом эфире, можете звонить к нам по телефону 8 800 1006 926 бесплатно из Крыма. О чем мы будем говорить? Президент России Владимир Путин 1 мая подписал указ, который разрешает выдавать в упрощенном порядке и в срок 3 месяца российские паспорта родившимся и жившим в Крыму гражданам Украины до 2014 года. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля. Указ касается граждан Украины и лиц без гражданства, не имеющих гражданства другого государства, и при этом родившихся и постоянно проживавших в Крыму и Севастополе до аннексии полуострова России в 2014 году. Право получить паспорт России в упрощенном порядке имеют также их дети, в том числе усыновленные, удочеренные, супруги и родители. И этот указ также касается граждан Украины и лиц без гражданства, которые до начала конфликта на Донбассе жили, цитирую, на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а потом выехали в Россию, живут там по разрешению на временное проживание, удостоверению беженца, свидетельству о предоставлении временного убежища и так далее. И еще этот указ затрагивает иностранных граждан и лиц без гражданства, которые сами, либо чьи родственники по прямой восходящей линии, усыновители или супруги, были депортированы из Крыма во времена Советского Союза. Российские паспорта также могут получить их родственники по прямой нисходящей линии, усыновленные, дети и супруги. Появился такой указ. Этот указ, как сказано на сайте Кремля, был выпущен в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, а его авторы руководствовались общепризнанными принципами и нормами международного права. Однако МИД Украины уже выразил протест в связи с раздачей России паспортов украинцам и потребовал, чтобы такие документы не признавались иностранными государствами. А вот заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак 1 мая заявил, что украинец должен обладать только одним гражданством Украины, и предложил лишать гражданства Украины тех, кто будет получать российское гражданство. Ці дані частково є несекретними в Російської Федерації. Їх можна отримати. Тобто список тих людей, які отримали російське громадянство. Як друге. Тому що згідно російського законодавства дозволено мати друге громадянство і третє. Але обов'язково треба повідомляти органи влади, що ти маєш інше громадянство. Я не бачу в цьому проблем, і ми будемо мати повністю ці дані. Напомню, что это вы сейчас слушали Юрия Грымчака, заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины. А программу мы нашу начнем беседой с Романом Марченко, юристом-международником, старшим партнером юридической фирмы Ильяшов и партнеры. Роман, приветствую вас. Здравствуйте. Меня, знаете, интересует вот какой вопрос. Предположим, граждане Украины, которые будут воспользуются таким правом, которое им предоставил господин Путин, получение российского гражданства. С точки зрения права вообще, кем они будут, такие граждане Украины? Они остаются гражданами Украины или они теперь будут гражданами России? Ситуация выглядит следующим образом. Действительно, Конституция Украины предусматривает так называемый принцип единого гражданства. То есть Конституция Украины не предусматривает возможности гражданина Украины получить дополнительно гражданство другой страны. При этом, если вдруг гражданин Украины все-таки решился на такой шаг и получил паспорт другой страны, мы знаем эти случаи, и Венгрия, и Румыния, и другие государства ведут такую практику. В таком случае Украина не признает, что этот гражданин стал гражданином другого государства, и в отношениях с государством Украины это лицо остается гражданином Украины. То есть в любом случае вы обязаны, например, проходить военную повинность, вы обязаны платить налоги, вы имеете право участвовать в голосовании. То есть Украина попросту закрывает глаза на то, что вы стали гражданином еще другой страны. Роман, скажите, а есть ли в Украине такая процедура, что если, допустим, соответствующие органы выяснят, что у человека, у гражданина Украины есть другое гражданство, то это означает автоматическое или не автоматическое лишение гражданства Украины? Вот в этом-то, собственно, и заключается основная существующая коллизия.
такого механизма и такой процедуры действующее законодательство Украины не предусматривает. То есть, собственно, никакой санкции. То есть и наказания никакого нет, да, за наличие второго гражданства, ну или гражданства другой страны? Никакой санкции законодательство сейчас не предусматривает. И, собственно, это то, о чем заговорили сейчас и депутаты, и чиновники, что необходимо урегулировать этот вопрос, что делать с человеком, который взял второе гражданство. А, Роман, скажите, а вот в других странах, ну, например, в европейских странах или, ну, в Соединенных Штатах Америки, какая вообще есть мировая, ну, не знаю, так скажем, мировые аналогии? Можно ли, есть ли такая ответственность за наличие вот другого гражданства и какое-то наказание предусмотрено в законодательной базе других стран? Эти вопросы очень по-разному урегулированы в странах мира. Примерно половина стран мира вообще не признает второго гражданства. В некоторых государствах предусмотрены специально двойные договора о двойном признании гражданства. Например, французы с канадцами имеют такой договор, англичане имеют такой договор с Индией, с своей бывшей колонией. То есть некоторые государства разрешают своим гражданам иметь любое количество паспортов. Каких-то санкций за приобретение другого гражданства, кроме лишения своего гражданства, обычно не предусматривается. Спасибо вам. Это был Роман Марченко, юрист-международник, старший партнер юридической фирмы «Илешовы партнеры». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня в центре нашего внимания указ российского президента Владимира Путина, который разрешает выдавать в упрощенном порядке в срок 3 месяца российские паспорта родившимся и жившим в Крыму гражданам Украины. Вот тем, кто родились и жили в Крыму до 2014 года, до момента российской аннексии украинского полуострова Крым. У нас есть радиослушатель. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Александр Агроменко. Это Александр из Москвы. Вот. У меня маленькая реплика и вопрос. Реплика такая: я посоветовал бы украинской власти раздавать паспорта иностранным государствам, зарубежным. Ну что, приехали бы люди с более сильных государств, и как-то это было бы очень даже позитивно и для Украины, ну и для наших гоблинов. А у меня такой вопрос к будущему вашему собеседнику, который будет среди вас. Вот такого плана. Вот смотрите, видите, сейчас за паспортами, возможно, потянутся не только НР и ДНР, вот эти оккупованные, а еще и из других территорий Украины. Вот как на это будет реагировать украинские власти? Вот, потому что ведь и вдруг наши гоблины что-то подумают и захотят защищать вдруг в Харькове. Хорошо, понятно. Ага. Спасибо. Обязательно зададим этот вопрос. А далее с нами на связи будем говорить с Михаилом Савой, доктором политических наук, председателем правления экспертной группы «Сова». Михаил, приветствую вас. Добрый вечер. Михаил, как вы расцениваете вот этот указ президента об упрощенном порядке выдачи и в срок до 3 месяцев российских паспортов тем гражданам Украины, которые либо родились в Крыму, либо просто жили в Крыму еще до 2014 года, а также раздача паспортов российских, предоставление российского гражданства потомкам тех депортированных граждан, которые были незаконно депортированы еще с Крымской ССР. Как вы думаете, с чем это связано, появление вот такого указа президента Путина именно сейчас? Ну, если говорить о паспортах для людей, которые живут в Крыму или родились там, или были депортированы оттуда, это не имеет какой-то глубокой политической подоплеки. Таких людей относительно немного, и Путин просто пытается, скажем так, решить их проблему, чтобы не вызывать дополнительного недовольства, поскольку в этом случае недовольство будет обязательно привязано к проблеме аннексии Крыма. Намного более значительно это выдача российских паспортов жителям так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Вот это уже политический шаг. А как вы полагаете, с чем он связан? То есть, в чем, есть ли какая-то экономическая, может быть, подоплека? Ну, может быть, в России не хватает просто людей, да, люди уезжают из России, или там тяжелая демографическая ситуация, или же это там попытка повлиять на ситуацию, на внутреннюю ситуацию в Украине? Я думаю, ни то, ни другое. Демографическая ситуация в России действительно тяжелая, но это решение никак ее не улучшает.
Это имеет скорее следующую цель. Это шаг на пути замораживания конфликта на Донбассе. Замораживание конфликта – это тот сценарий, который уже был опробован в Приднестровье, в Абхазии, в Южной Осетии. То есть подвесить Украину политически, создать на ее территории на длительное время, на десятилетия, такой вот анклав, такую занозу, которая может быть использована в любой момент для масштабной дестабилизации. В частности, создать препятствия для вступления Украины в НАТО. И этот шаг готовился давно. Еще в декабре прошлого года Государственная Дума предоставила Путину как президенту дополнительные полномочия самостоятельно принимать решения о предоставлении гражданства России в упрощенном порядке. Вот сейчас он этим воспользовался. Да, нужно сказать, что и бланки паспортов для жителей ОРДЛО были заказаны уже в прошлом году. То есть это к этому готовились заблаговременно? Это не какое-то там спонтанное решение или реакция на результаты президентских выборов в Украине? Нет, абсолютно. Более того, уже в декабре, когда принимались все вот эти решения по дополнительным полномочиям президенту России, никто не скрывал в частных разговорах, что это решение будет принято именно в период президентских выборов в Украине. То есть это было направлено на дополнительную дестабилизацию, на создание возможностей для торга уже с новым президентом. Хорошо, а как вы думаете, что хотят получить в результатах этого торга? В результате этого торга хотят получить такое решение проблемы самопровозглашенных республик, которое было бы выгодно режиму Путина. Экономически для России это достаточно накладно, хотя и не смертельно. Примерно 100 миллиардов рублей цена вопроса, и в основном это связано с пенсиями. Но политически Путин очень четко дает понять, что он заморозит этот конфликт на десятилетия, если новые власти Украины не сделают каких-то шагов навстречу. Ну вот на ваш взгляд, это, наверное, будет последний вопрос, скажите, но получается, что если даже Россия будет, вот, что называется, массово раздавать паспорта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей оккупированных, означает ли это, что она себе повесит еще на шею, что называется, такой социальный груз вот новоназначенным российским гражданам, как она будет считать? Ну и это же дополнительный еще получится удар по российскому бюджету, или нет? Ну, это нагрузка на российский бюджет, но это не будет смертельным ударом, и власти Российской Федерации уже посчитали, сколько это будет стоить. Это пенсии, но пенсии, опять же, не всем, а только тем, кто, получив заграничный российский паспорт, потом поедет на территорию России, найдет у кого там зарегистрироваться именно в России, получит внутренний паспорт и после этого оформит российскую пенсию. Это сделают, очевидно, не все нынешние пенсионеры Донецкой и Луганской областей, оккупированных частей этих областей. Таких людей около 1 миллиона. Ну, грубо говоря, половина, наверное, пойдет на такой шаг. Соображений. Потому что вот сегодня появилась такая информация, ее озвучил представитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Кирилл Адзинов, в том, что российское гражданство якобы хотят получить 86% жителей, цитирую, самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Проводился социологический опрос, 86% населения изъявили желание получить российское гражданство. У меня нет возможности проверить, я не знаю, есть ли возможность у социологов проверить на оккупированных это территориях, но на ваш взгляд, действительно ли вот такая цифра, она специально озвучивается, может быть, эта цифра, да, для того, чтобы показать, сколько будет выдано паспортов? Или уже просто есть определенное количество паспортов, которые просто-напросто потом уже выдадут или спишут и скажут, что вот уже такое количество людей получило их? Дело в том, что это не первый такой конфликт, инициированный Российской Федерацией, и можно было даже не проводить никакого исследования на оккупированных территориях Донбасса. Дело в том, что в Абхазии, в Южной Осетии российские паспорта получили от 80 до 90% всех живущих там. То есть есть просто уже опыт, на который они опираются. Понятно. Спасибо вам. Михаил Сава, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сова», был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали.
Ну и, кстати, в Крыму оценили этот указ Путина об упрощенном порядке получения гражданства России. Вот сообщает российское информагентство ТАСС. По словам председателя комитета по межнациональным отношениям подконтрольного России парламента Крыма Юрия Гемпеля, этот указ поможет возвращению на полуостров людей, уехавших до его оккупации России. Указ президента Путина, упрощает получение российского гражданства, в частности, представителям депортированных в советское время из Крыма народов и их потомков. И он стал продолжением принятого в 2014 году решения о реабилитации этих людей. Такое мнение выразил агентству ТАСС председатель комитета по межнациональным отношениям Крымского парламента подконтрольного России Юрий Гемпель. Цитирую: «Вопрос об упрощении процедуры получения гражданства давно витал в воздухе для этой категории граждан». То есть депортированные жители Крыма и их потомки. Они давно ждали такого решения, приняли его с большим воодушевлением. Это как продолжение указа о реабилитации лиц депортированных национальностей, сказал господин Гемпель. И также он еще высказал такое мнение, что в региональную национальную автономию немцев Республики Крым, цитирую господина Гемпеля, на протяжении 4 лет, то есть после оккупации Крыма России, поступали обращения от немцев, ранее переехавших за рубеж и получивших гражданство другой страны, о том, что они хотят вернуться в Крым. Порядка 500 обращений было от российских немцев из Германии. Если будет упрощенное получение гражданства, то обращений будет больше, считает Гемпель. Ну и мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Ахтемом Чийгозом, заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа. Ахтем, приветствую вас. Добрый вечер. Ахтем, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, насколько вот этот указ господина Путина, который был опубликован 1 мая, об упрощенном получении российского гражданства, он ориентирован на потомков тех крымских татар, которые были незаконно депортированы из Крыма еще в 1944 году, и вот на сегодняшний момент они так и не вернулись в Крым, а проживают, например, продолжают проживать в Узбекистане, в Казахстане или в других странах? В общем-то, если брать сугубо крымских татар, то я не думаю, что этот закон направлен как раз-таки на обеспечение возможности реализации этого права, потому что это касается совсем небольшого числа, может быть, там десятки, сотни, которые попали в такую правовую коллизию, когда, приехав с Узбекистана, не успев получить украинское гражданство, оказались лицами без гражданства и не могли получить российское гражданство. Всем остальным крымским татарам его просто навязали, и к нему все крымские татары относятся как к аусвайсу. Я думаю, что тут вы совершенно правильно подметили, что речь идет о вот той политике, которую в самом начале оккупации в 2014 году озвучил сам Путин, когда сказал, что принадлежность Крыма, она где-то далеко в истории, и связана она и с греками, да, помните? Да, было такое. Вот. И потом он встречался с Берлускони в Севастополе, когда, оказывается, еще и итальянцы имеют отношения, и у них тоже есть диаспора, и что есть те, которые как бы с удовольствием служили бы России, если бы имели возможность получить российское гражданство. И вот, в частности, речь идет и немцев, и болгар. То есть тут самый настоящий элемент спекуляции, который необходим в первую очередь самой России. Я читал этот законопроект, он очень широкого такого формата, который подразумевает распространение русского или российского, теперь как они это называют, мира. То есть, чтобы иметь точки опоры, а в основном это касается, в частности, Украины в целом. Вряд ли кто-то с Америки или из других успешных стран, Франции, побегут, станут в очередь получать это российское гражданство, ассоциированное с неуважением во всем мире, да, цивилизационном. То есть вы полагаете, что это в первую очередь все-таки направлено на жителей материковой Украины? Да, конечно. То, что все идет у России по плану, это даже не должно вызывать сомнений. И совсем не смешно
в политике Путина по отношению к Украине. Это очень серьезные вызовы и очень целенаправленная политика дестабилизации здесь ситуации, и чтобы нашу страну все время лихорадило. И вот один из таких серьезнейших инструментов для достижения этой цели, это является вот это вот гражданство, которое, может быть, даже некоторые и могут недооценивать роль этой провокации, такой медленной, ползучей аннексии, понимаете, территорий или там, допустим, душ людей и так далее, и так далее. Понятно, спасибо вам. Ахтем Чийгоз, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым-Реали. Кстати, интересно почитать и крымские, знаете, реакции. Например, вот крымский канал в Телеграме пишет о том, что новый указ Путина лишает крымчан, проживавших в момент референдума на полуострове, эксклюзивного до этого права получать российское гражданство. 5 лет многие доказывали свою легитимность оформить паспорт России, чем, безусловно, гордились, пройдя все круги бюрократии. Теперь их согражданами могут стать жители так называемых ЛДНР, которые в президентском документе числятся украинскими областями и приравнены в возможностях роспаспортизации к другому населению Украины. Никто пока особо не объяснил необходимость натурализации афганцев, сирийцев и йеменцев, но на одной из экскурсий в Севастополе, например, рассказывают, почему Германия и Европа принимают в свои объятия столько беженцев, мол, компенсируют многомиллионные людские потери во время Второй мировой. Ну и мы продолжаем нашу программу. Напомню еще раз, что сегодня в центре нашего внимания указ президента России Владимира Путина, который был опубликован 1 мая. В этом указе разрешается выдавать в упрощенном порядке в срок 3 месяца российские паспорта родившимся и жившим в Крыму гражданам Украины, родившимся и жившим гражданам Украины, а также либо их родственникам, то есть потомкам, тем, кто родился и жил до 2014 года. С чем это связано? Да? Какие в этом есть подводные камни, какие есть угрозы для Украины, если они есть? Я этот вопрос адресую Константину Батоскому, украинскому политологу, главе агентства развития Приазовья. Константин, приветствую вас. Добрый вечер. Константин, ну, на ваш взгляд, какая главная угроза, если она есть такая угроза, вот в этом указе президента Путина? Ну, смотрите, Россия реализует тот же самый сценарий, который уже был обкатан ей в ходе грузинской войны 2008 года, когда, собственно, Россия активно выдавала паспорта жителям Южной Осетии и Абхазии. И все это делалось для того, чтобы в решающий момент использовать наличие там граждан России как казус белли, как повод для прямого вторжения и защиты их прав и интересов. В этом плане действия Путина абсолютно предсказуемы и имеют вполне конкретную цель, то есть это дальнейшая экспансия, дальнейшая эскалация конфликта и препятствование какому-либо урегулированию. То есть это демонстрация силы и это попытка навязать новому руководству Украины свою повестку дня и выставить вот такие вот новые рамки. На ваш взгляд, да, вот, но с другой стороны, получается, что Россия, если, ну, вот руководство России, если оно паспортизирует, то есть признает своими гражданами, не знаю, какое там количество украинцев, оно, с другой стороны, получит на себя и какой-то определенный социальный, ну, социальные обязанности по отношению к этим людям, там, необходимость выплачивать им пенсии, выплачивать какие-то пособия, то есть тратить определенные суммы денег. На ваш взгляд, вообще Россия готова к таким тратам? Ну, деньги там никогда не ставились во главу угла и никогда не считались. Расчет идет на то, что этим людям не будут выплачивать такие же пенсии и пособия, как и остальным гражданам России. Им будут выплачивать минимумы абсолютные, и ситуацию в Донецке, на оккупированных территориях будут поддерживать на таком низком уровне, чтобы даже вот этот вот минимум считался престижным и желаемым. Собственно, ну, то, что происходит там сейчас, там созданы абсолютно нечеловеческие условия, абсолютно тотальная бедность, и какие-то вот эти вот подачки в виде там пенсии в 3000 рублей средней, которые Россия платит на оккупированной территории, воспринимаются людьми как благо, как уже что-то, как некие средства, которые им позволяют жить. Поэтому не надо питать иллюзий, что Россия заинтересована в каком-то развитии этих территорий или в росте благосостояния там людей.
Опять же, как показывает опыт и Абхазии, и Южной Осетии, это абсолютно не так. Россия заинтересована исключительно в том, чтобы на этих территориях развернуть свое военное присутствие и дальше диктовать странам свою политику с позиции силы. Вот истинная цель. Спасибо вам. Константин Батовский, украинский политолог, глава агентства развития Приазовья, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. И, кстати, у нас есть звук, вот как отреагировал Степан Полторак, министр обороны Украины, на российскую паспортизацию граждан Украины. Эти слова он сказал в эфире телеканала «Прямой». Я думаю, що це продовження повзучої окупації України. Це черговий експеримент, який президент Російської Федерації, пан Путін, буде спробувати, вже спробував випробувати в Україні. Звичайно, що це буде вплинути на ситуацію як в країні, так і на окупованих територіях. Тому що в будь-який час під приводом захисту росіян Росія зможе почати широкомасштабну агресію. І це може бути видача паспортів як один із елементів підготовки до таких заходів. Ми маємо будувати свою сильну армію, давати політичну оцінку тим діям, які сьогодні відбуваються, об'єднати наших партнерів, міжнародну коаліцію і тиснути на Росію для того, щоб вона припинила порушувати міжнародні права. Это Степан Полторак, министр обороны Украины, о российской паспортизации граждан Украины. А далее мы продолжаем программу, будем говорить с народным депутатом Украины Сергеем Высоцким. Сергей, приветствую вас. Добрый вечер. Сергей, скажите, на ваш взгляд, какой должна быть реакция на вот такой вот, на указ господина Путина, который был опубликован 1 мая, это новый указ президента Путина, и которым предполагается упрощенный порядок предоставления российского гражданства для тех граждан Украины, которые там ранее жили в Крыму, ну и там еще целая категория этих граждан Украины. Вот какой должна быть реакция, например, украинского парламента на этот указ Путина? Смотрите, как мне кажется, единственно возможной реакцией украинского парламента в данном случае должно стать принятие нашего закона, который сейчас находится в статусе законопроекта, о противодействии коллаборации. И, вернее, называется полностью как «О защите государственности от проявления коллаборационизма». Я объясню почему. То есть, с одной стороны, хочется, конечно, в этих эмоциях в ответе господину Путину сказать, что все люди, которые получают гражданство России, они должны быть автоматически лишены гражданства Украины. Но насколько мы знаем, ведь Россия предоставляла многим гражданам Украины, в том числе в Крыму, гражданство насильно. То есть фактически у нас есть случаи, я думаю, что вы прекрасно о них знаете, по крайней мере мне это известно, это не секрет, когда люди совершенно случайно осознавали себя и обнаруживали в реестре российских граждан. То есть фактически происходила насильственная ассимиляция в некоторых случаях граждан Украины. Это во-первых. Во-вторых, нужно понимать, что гражданство страны-агрессора может быть предоставлено под угрозой, да, по принудительному какому-то характеру. Вот, допустим, на оккупированных территориях. Да, мы понимаем, что там живут фактически заложники украинские, которые находятся в заложниках у путинского режима. Вот придет разнарядка на завод какой-то, который контролируется там бандитами какими-то ищенскими, всем получить российское гражданство под угрозой автоматов. Ну, у людей не будет выбора. Ну, для того, чтобы, знаете, показать там успех программы Путина. Мы же понимаем, что такие вещи могут быть. Поэтому здесь вот таких вот резких мер, говорит, что вот все, или, мне кажется, все-таки не стоит предпринимать, а наш законопроект, который уже зарегистрирован 2 года назад, о противодействии коллаборационизму, он говорит о том, что фактически мы поражаем в правах, в том числе в правах, которые присущи гражданам Украины. Да, это права избираться на политические должности, права назначаться на госслужбу, право служить в армии, в спецслужбах, ну и ряд других прав. То есть поражаются граждане Украины в этих правах, если они пошли на сознательную коллаборацию с врагом. И там есть соответствующая категоризация и объяснение, что такое коллаборационизм. Сергей, мне кажется, какой-то такой должен быть ответ. Вот говорить так, рубить с плеча, ну, знаете, мы же прекрасно понимаем, в каких условиях находятся многие люди на оккупированных территориях, в аннексированном Крыму, и они вынуждены выживать. Сергей, а скажите, да, что вы будете, что будут требовать депутаты, если будут требовать каких-то решительных или других действий от правительства Украины в ответ вот на такой указ президента Путина? У нас давно зарегистрировано постановление, 3 года назад, опять же, я соавтор, о разрыве дипломатических отношений с Россией. Но мне кажется, сколько можно. Да, сколько можно
терпеть это. Что касается выдачи паспортов России, то есть надо здесь разделять оккупированную территорию и оккупированный, аннексированный Крым, и территорию Украины, то есть нашу территорию, которую мы контролируем, всей Украины. И здесь нужно, как мне кажется, более решительные меры, потому что если там люди фактически заложники, то здесь, вот если человек из Киева, какой-то коллаборант, да, какой-то любитель Путина, едет и получает, будучи жителем Киева, пользуясь всеми благами, свободами украинскими, свободой слова, социальными выплатами нашего государства. Вот он едет и получает российское гражданство, то здесь, конечно, надо его лишать украинского гражданства по спецпроцедуре. Вот, но разграничивать эти вопросы необходимо. Что касается депутатов, вы меня спрашиваете, какая будет реакция там всех депутатов. Я могу говорить о своих каких-то пожеланиях или своих взглядах. Вот мне кажется, что пора разрывать дипломатические отношения с Россией, конечно, после этих шагов. И пора вводить реестр двойного гражданства, пора приступать к дискуссии о том, кто должен быть гражданином Украины. Спасибо вам. Сергей Высоцкий, народный депутат Украины, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Ну и что же, вот напомню, что сегодня мы говорили об указе президента Путина об упрощенном порядке получения гражданства России. Этот указ был опубликован 1 мая. И согласно этому указу, вот в упрощенном порядке в срок 3 месяца российские паспорта, предполагается, могут получить подать на заявление на получение российского гражданства те граждане Украины, которые жили в Крыму до его российской оккупации, а также, значит, те граждане Украины, лица без гражданства, которые до начала конфликта на Донбассе жили на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Ну и также те иностранные граждане, лица без гражданства, которые либо сами, либо, значит, их родственники жили на территории Крыма и были депортированы еще во времена Советского Союза. Мы обязательно будем следить за продолжением этой ситуации, потому что ситуация действительно напряженная, и в ней очень много подводных камней. Мы будем пытаться разобраться во всем этом и рассказать об продолжении этой ситуации в эфире радио Крым Реалии. Ну а продолжение нашей сегодняшней программы слушайте через несколько секунд. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии. Это радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский и Елена Римовская. И далее мы будем говорить о том, что принесет вообще на территорию полуострова день завтрашний, а также что может произойти там, не обязательно завтра, а в ближайшие дни. Послезавтра. Вот мне, кстати, тут пишут, можно я процитирую? Вот пишут, что Янковский, думая, держал бы себе башню в Феодосии, чтобы не падало, глядишь, и на пенсию бы заработал. Дорогие мои, пока я, значит, не держал, а поддерживал башню в Феодосии, она действительно не падала. Падать она начала. Представляешь, башня была построена еще генуэзцами, да, простояла несколько сотен лет. И упала только после того, как Крым был оккупирован Россией. После того, как Крым был оккупирован Россией. Я вот с личной своей персоной это событие не связываю. А вот после того, как пришла, значит, российские войска, как оккупировали украинский полуостров Крым, сразу же и башня упала. Ну, что это? Ну, что поделаешь? Давайте еще к другим новостям завтрашнего дня. В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники. Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ограничения на проведение ремонта дорог в праздничные дни. По его мнению, это поможет сократить число пробок. Власов отметил, что в праздничные дни количество транспорта на дорогах увеличивается. Одним из таких периодов являются и майские праздники, когда многие выезжают из города на отдых. Вот берут и выезжают себе из города на отдых. Смотри, получается так, сейчас в Крыму, да, было сколько на этой неделе? 7 из 7 дней 6 выходных дней. То есть вообще дороги не делают, да, пусть бьют, как бы получается. То есть самые неудачные месяцы для ремонта дорог в Крыму — это январь и май. Потому что больше всего выходных.
Да, да. Значит, парадоксальным, это я цитирую сейчас депутата Госдумы, является тот факт, что дорожные работы никак не прекращаются в этот период, и огромному количеству людей приходится стоять в пробках в силу ремонта одной или даже нескольких полос движения. Это сказал депутат Госдумы Василий Власов. Но теперь крымчане, может быть, даже потом поблагодарят его, скажут, что вот спасибо за плохие дороги. Ну кого-то, да, надо же поблагодарить господина Власова. Например. Кстати, я на этой неделе встречал такую очень интересную информацию. Российские чиновники рассказали о том, что вот с какой скоростью будут поезда двигаться по территории Керченского моста. Озвучили, во-первых, сказали, что билеты на поезда в Крым из соседней России, они будут стоить, не дороже, чем билеты на самолет. Во-первых, это уже привлекательно, да, потому что можно ехать несколько дней, а не лететь всего лишь несколько часов и за такие же самые деньги. Это во-первых. Ну, а во-вторых, что скорость движения по вот этому самому мосту через Керченский пролив поездов будет приблизительно 20 км в час. Вот такую информацию я встречал. Но вы злорадствуете, а вернемся к этой теме в конце этого года. Хорошо. Но вот видишь, не знаю, 20 км в час или 30 км в час. Но какая вот разница? Ни с какой скоростью господин Григорий Лепс не сможет доехать до Литвы, въехать, во всяком случае, в Литву. Почему? Потому что Литва включила российского артиста Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщила представитель главы МВД республики Эва Дермайте. Последний раз певец приезжал в Литву с гастролями в марте, а в апреле депутаты от Литовской партии «Союз Отечества» христианские демократы предложили запретить ему въезд на территорию страны. Вот так вот. Почему? Потому что исполнитель поддерживает проводимую Россией агрессивную внешнюю политику, а запрос за подписью главы ведомства Линаса Линкевичуса направили в МВД. И в мае 2017 года господин Лепс попал в базу украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма без согласования с Киевом. Вот новость, которая меня очень заинтересовала. Россияне выбрали экзотические страны для путешествий на майских праздников. Не совсем Крым, вот как нам сообщает ряд крымских изданий, да, что Крым — это одно из самых популярных направлений на майские праздники. Так вот, российские туристы в этом году отдают предпочтение Исландии, Кубе и Филиппинам. Об этом пишет агентство РИА Новости. Популярность поездок в Рейкьявик среди россиян возросла в 7 раз. Вместе с этим снизилась цена билета, перелет до 25 тысяч рублей на минуточку. Перелет из России на Филиппины подешевел до 33 тысяч рублей, в то время как спрос вырос в 5 раз. При этом авиабилеты на Кубу подорожали на 22% до 44 тысяч рублей. Вы бы какое направление выбрали из этих трех? Из этих трех? Ты знаешь, на самом деле, мне было бы интересно, конечно, я там никогда не был, мне было бы интересно посмотреть на Кубу с автомобильной точки зрения, потому что там вот остались те автомобили, которые больше нигде уже не эксплуатируются. Это вот те такие большие американские автомобили, которые на полном серьезе ездят по дорогам, по нынешним дорогам. Эти автомобили там выпущены до 60-го года. Но также, то бензин, а то дети. Да? Эксперты отметили интерес россиян к Колумбии, Мальдивам, Перу и Сейшелам. А вот на лето россияне уже определились с направлениями. Это Италия, Грузия, Испания, Черногория и Франция. А почему-то Крыма нет. Ну, окей, да. Что у нас тут еще интересного? Значит, в Крыму отчитались о новых успехах в борьбе с мировым империализмом. Этот империализм, его, во всяком случае, увидели там в виде рыбы. Специалисты комитета ветеринарии Крыма выявили в Симферополе более 300 килограммов рыбы, торговля которой велась незаконно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. У меня единственный вопрос, что с ней сделали? С ней сделали. Во-первых, ее выявили. Это не просто так. Понимаете, на самом деле это сложно понять, какая рыба законная, а какая незаконная. Так вот, обнаружили 234 килограмма незаконного пеленгаса и 86 килограммов бычка. Владелец рыбы не был установлен. Смотрят, понимаешь, идут по улице, смотрят, рыба какая-то ходит. Мне спрашивают, у вас есть хозяин? И говорят, нет, все, тогда вы, значит, незаконно. В общем, забрали эту рыбу, изъяли и уничтожили ее. О боже мой, это как будто, знаете, серпом по сердцу. Вот так вот, да. И, кстати, еще отчитались также, сожгли 9 килограммов украинской колбасы.
Так, давайте об этом подробнее, мы еще успеваем. Успеваем. В Симферополе сотрудники Крымского управления Россельхознадзора выявили у стихийных торговцев почти 9 килограмм колбасы украинского производства. Вот как сообщает пресс-служба этого ведомства, установлен факт реализации продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию. В частности, государственные инспекторы выявили колбасные изделия. Вот то, о чем мы, собственно, сказали. Собственник не смог предоставить информацию об оформлении ветеринарных сертификатов и других документов. На товаре отсутствовала маркировка, вся колбаса была изъята из оборота и уничтожена в печи-инсинераторе. Вы знаете, что такое инсинератор? Ну, нет. Ну, я думаю, печь, это просто как печка, бы сожгли, и все. Да, я видела, там они иногда на сайте Россельхознадзора, они фотографию этой печи выставляют, как устрашение. Знаешь, я представляю эту картину так. Вот этот вот чиновник, он идет по рынку, видит колбасу, берет ее в руки, так, рассматривает, но и пытается что-то прочитать. Такой... Колбаса. Такой, все непонятно. Это опасно для жителей Крыма. Мне кажется, все, что там на украинском языке на рынке написано, это уже сразу в печь. В печь, да? Вы так думаете? Там, кстати, замечательный магазин же был, но на его месте в центре Симферополя построили очередное Адоробло, на украинское Поляныття, на самом деле. Поляныття, да, вот так и назывался. Какое название хитрое. Хитрое, русское проверка на украинскую челюсть. На украиноцентричность. Но что у нас еще интересного произошло Вот, кстати, это вот точно новость будущего дня. Из-за 3 репетиций парада в Симферополе перекроют центр. Такая уже репетиция была, этот парад к 9 мая, репетиция была на 2 мая, также будут репетиции вот 4 мая, 7 мая и, ну и, собственно говоря, само шествие 9 мая. Поэтому, ну вот не советуют в это время выезжать в центр города, потому что он будет перекрыт военной техникой. У нас уже заканчивается эфир. Давайте мы попрощаемся. Мы не успели о жизни поговорить, но я думаю, что сможем это сделать на следующей неделе. А пока пожелаем нашим слушателям хороших выходных. Спасибо, что были с нами. До свидания. Всего вам доброго. Александр Янковский и Елена Римовская.